Друзья, мы ждем еще одного очень важного гостя, поэтому чуть-чуть задерживаемся, немножко терпения.
Such happiness is this. Embraced in the arms of unconsciousness. I thought it would be easier. Все, меня слышно? Добрый день, уважаемые гости. Мы приветствуем вас в Национальной библиотеке Республики Коми, в главной библиотеке региона и в одном из крупнейших учреждений культуры северо-запада России. Для того, чтобы привлечь внимание к стратегически важному для нашей страны региону, Национальная библиотека Республики Коми уже много лет устраивает для жителей республики большой арктический праздник – Дни Арктики. В этом году Дни Арктики посвящены памяти председателя попечительского совета Национальной библиотеки Республики Коми Николаю Николаевичу Герасимову. Небольшое видео о нем. Разлил быту, разучились глядеть в небеса. Гроза по весне первым громом сердца не обрушит. И туман по лугам и на травах июньских роса разбудят увы срок земной, отмотавшие души. Забыт вот колодезных зубы ломящий хрусталь. И малины лесной рот сводящая жаркая спелость. Догорает на сопках заката парчевая шаль. Давно отмолилась, отплакалась, отгоревалась, отпелась. Пусть родительский дом доживает Никола свой век. Ямщики птицу тройку умаяли долгим галопом. И ни гордо, ни горько никак не звучит человек. Чернели от копоти юности светлые тропы. Распадается время, не сносен отечество дым. Улетают друзья на погост в одиночку и стаи. Я когда-то случился на этой земле молодым. Ступает пора, словно снег прошлогодний растает. Я когда-то случился на этой земле молодым. Ступает пора, словно снег прошлогодний растает. Каждый год Национальная библиотека Республики Коми в Дни Арктики организует встречи с исследователями, путешественниками, лыжниками, которые покорили Арктику, и другими интересными людьми. Для сегодняшнего мероприятия мы выбрали необычную тему, которая откроет Арктику со стороны мототуризма и путешествий. Мы делаем Арктику ближе. Приветственные слова предоставляются исполняющей обязанности директора Национальной библиотеки Республики Коми Саврасовой Наталье Леонидовне. Здравствуйте, дорогие друзья!
Хотелось бы официальную часть сделать покороче, поэтому я много слов говорить не буду. Мы рады всех вас видеть в Национальной библиотеке Республики Коми. Дни Арктики для нас очень важное, значительное событие. Они начали проводиться по инициативе Николая Николаевича в свое время. И вот мы каждый год стараемся поддерживать эту традицию. И для нас очень важно провести эти дни, чтобы обратить внимание населения нашего города на такую проблему, как проблема Арктики. У нас несколько территорий, 4 территории в республике входят в арктическую зону. Вот. И сегодня у нас в гостях мототуристы, байкеры, гости из Санкт-Петербурга, Павел Кобяк. Это писатель, режиссер, турист, байкер. Наверное, я что-то еще не сказала. Я думаю, что он гораздо лучше сам о себе расскажет, поэтому прошу. Павла мы еще обязательно сегодня услышим, увидим и пообщаемся с ним. Поэтому предлагаю скорее начать. И представляя нашего первого гостя, хочется сказать, что пригласили мы его не случайно. Это человек, который совмещает в себе сразу несколько направлений деятельности и во всех этих направлениях достигает успеха. Вашему вниманию небольшая визитная карточка о госте. Павел Кобяк. Петербургский путешественник, продюсер, общественный деятель в сфере туризма и спорта, писатель, член Русского географического общества, основатель международного движения путешественников «Сел и поехал». Как вы видите, Павел человек разносторонний. Остается загадкой, как человек может столько делать и все успевать. Писать книги, наматывать сотни километров пути, организовывать масштабные мероприятия. Это и интеллектуальные игры, и кулинарные шоу, моторок-вечеринки, кинофестивали, сезонные слеты, мотокультуры и прочее. Снимать фильмы и быть при этом заботливым папой для 2 детей. Писательская деятельность Павла Кобяка – это освещение образа жизни автора, как творческого, так и повседневного. А главный концепт его книг – это отражение его внутреннего состояния, впечатлений от событий на дороге, от людей, с которыми сводит его судьба. Кино, которое создает Павел, можно отнести в раздел нестандартного жанра. Отличительной особенностью его фильмов является мощный подтекст, который раскрывается далеко не каждому. После просмотра фильма Кобяка остается стойкое послевкусие, которое выражается в качественных раздумьях и расширении границ мышления. Павел показывает, как можно жить. Ярко, дерзко, не просто, но интересно. А все почему? Каждый мотопутешественник знает, потому что завтра может просто не быть. И перед тем, как мы поприветствуем Павла, я осмелюсь его процитировать. «Ты не возьмешь отсюда то, что имеешь. Ты возьмешь лишь то, что ты дал. Кто-то любит потреблять и разрушать. Мне нравится создавать, созидать, улучшать. Это выбор абсолютно каждого человека. Кому что ближе». Встречаем Павел Федорович Кобяк. Всем здравствуйте. На самом деле, начнем, наверное, с того, что Дни Арктики, да. Буквально 3 года назад мы путешествовали с друзьями, ехали в город Нарьян-Мар, и идея была вообще узнать, как живут люди. Стоп, Паша. Для начала сразу скажу, что мы с Пашей знакомы очень давно и дружим, поэтому осмелюсь перейти на «ты». Да? Выкать мы друг другу не будем. И прежде чем Павел расскажет о том, какой у него опыт был путешествия в арктическую зону, позвольте пару вопросиков еще задать, чтобы потомить, так скажем. Ну, во-первых, рада тебя приветствовать. Наши гости уже кое-что узнали о тебе из визитки. Скажи, пожалуйста, ты и путешественник, ты и писатель, ты и режиссер, и байкер. Вот кем ты позиционируешь себя в первую очередь? Вот Павел Кобяк, он кто в первую очередь? Я думаю, наверное, общественный деятель, как бы если так все обобщить. Но самое главное быть человеком, неважно, чем ты занимаешься. Достойный ответ. А чем тебя привлекает Арктика, раз уж у нас тема «Мы делаем Арктику ближе»? Честно говоря, вот на Арктику первый раз попал на мотополярник слет, о котором чуть позже вы как раз расскажете. Интересные места, и тот же самый город Мурманск, Заполярье, тот же самый город Нарьян-Мар, как раз мы сегодня увидим буквально там небольшой отрывок из фильма. Мы ехали в поиске невесты для моего друга. Ну, это так, немножко юмора.
Конечно, мы нашли сразу 3, и нашли в городе Сыктывкаре. Вот, значит, Арктика очень интересна. Хотелось посмотреть, как живут люди, увидеть вообще оленеводов, их жизнь, их быт. И просто ты настолько удивляешься, что живешь в такой стране разной, что люди живут в разных условиях и в очень суровых. И, конечно, жизнь в Арктике, она очень интересна. Поэтому, я думаю, фильм как раз немножко отразит то, что мы увидели, то, что показали. Да, мы подготовили небольшую зарисовку о том, как Павел путешествовал в Нарьян-Мар. Давайте мы ее сейчас с вами все вместе посмотрим. А что ты можешь комментировать, кто там у нас был сейчас на экране? Это ты был? На самом деле 3 друга, один из города Ярославля и 2 друга из Петербурга. Снежной королевы. Такой молодой и юный октябрь. Впереди! Пам-пам-пам. Тайга плавно переходит в чудные пейзажи тундры, а переправы через реки идут прямо по льду. Едем по земнику, до Нарьян-Мара осталось 150 километров. Шикарная дорога, я считаю, прям российский автобан. Меня всегда в нашей стране удивляло то, что мы едем где-то деревни, поля, тундры, леса и приезжаем в цивилизацию. Кто знает, подпевайте. Нарьян-Мар на самом деле очень красивый город оказался, и казалось бы так в Из удаленном месте Нарьян-Мара в Арктике, надо было но проехать сотни всем рекомендую километров туда на снегоходах ездить, посетить, и вот стоимости благодаря льда. друзьям зарянам, И там, которые организуют наконец-то, пробег в найти этом снежную году, королеву. всем советую к ним подключиться. Знаете, еще не один не умер от, так сказать, жары, да. 2500 километров мы проехали на машине до Нарьян-Мара, а потом мы сели на снегоходы и уже ехали на север, Итак, как раз к команда Арктике, к отправилась в оленеводам. глубины тундры. Все были в ожидании встречи со снежной королевой. Честно говоря, на обратном пути мы попали в бурю очень снежную. Наш гид-проводник заблудился, мы 40 минут блуждали, и я просто видел его страх, и было очень так по Испугались? себе. Ну, честно говоря, меня тоже сложно чем-то напугать, но было жутко. Даже здесь собаки не позавидуешь. Собакам тут живется не скучно, но явно не унывают и радуются понаехавшим. Вот такая у нас необъятная родина. В середине марта на юге уже цветет мимоза, а на суровом севере стоит реально жуткий дубак. Ну, наконец-то мы добрались до семейной родовой общины Сармик, что в переводе на русский волк. Вот. Но, конечно, до оленей еще сейчас не доехали, до стада. Те люди, которые выживают в таких условиях, они, конечно, выживут везде и всегда. В месяц надо, чтобы прокормить семью, сколько нужно туш оленей? Допустим, то, что ты забил мясо. Несколько месяцев. 2-3 месяца. Как вы видите, в Тюме есть телевизор, есть DVD, генераторы, снегоходы. То есть, в принципе, оленеводы живут в неплохих, как сказать, в неплохих условиях по сравнению с тем, что было там лет еще 30-50 назад. Но на сегодняшний день у них, в принципе, есть все, и бензопилы, и достаточно им сейчас комфортно водить стадо. И, то есть, как бы мы увидели, что условия на сегодняшний день у них очень неплохие. И стремительной ночевки комарада выдвинули в гости мотосообщества «Заряне», которые организовали городскую мотомасленицу. Погода, хорошее настроение. На самом деле ехали за снежной королевой в город Нарьян-Мар, за невестой для друга, но мы ее там не нашли. Вот и конкурс на лучшую нежную королеву. Я была на этом мероприятии, очень масштабно и весело было. Да, наши друзья, мотоклуб «Заряне», Мотосоюз, они, вот как раз 3 снежные королевы, нежные, уехали в Петербург. Да, путешествие в Спасибо. стойбище действительно выдалось нелегким, как мы это видели.
Павел, ты путешествуешь давно и долго, и на дальние расстояния. Вот скажи, какое путешествие для тебя оказалось за всю твою мотожизнь самым запоминающимся? Что касаемо мотопутешествий, это поездка на Памир, поездка в Афганистан, в город Мазари-Шариф, через перевал Акбайтал, самый высокогорный перевал Акбайтал СНГ, 4655 километров. Мы попали там в снежную бурю и вообще, в принципе, попали и в полузакрытую страну Туркменистан. Афганистан очень впечатлил, это вообще другой мир. Интересная книга «Памир. Крыша мира». Всем рекомендую ее почитать. 4-я часть. Что касаемо зимних поездок, то достаточно их тоже было много. Это и Сахалин, и Камчатка, и перевал Дятлова, и как раз плато Муми-Пупунер мы ездили с друзьями на снегоходах. Но самое такое впечатляющее взрослое мужское событие, это было Мурманск-Москва на снегоходах. 2700 километров. Мы ехали 2 недели в лесах, в полях. Тонули, горели, блуждали. Я месяц приходил после этой поездки. Я тоже написал книгу, правда, спустя 5 лет. Может быть, какая-то эмоция ушла, какие-то диалоги, переживания, но восстанавливал всю историю по фотографиям. Тоже можете почитать. «Сел и поехал». 6-я книга из Мурманска до Москвы на снегоходах. Спасибо. Паш, скажи, вот много что ты видел, а вот миссия Кобяка, она какая, она про что, вот для чего все это ты делаешь? Мне кажется, все просто. Увлечь, помочь. И то есть как раз вот эти инструменты, книги, фильмы, это то, чем мы увлекаем. И, честно говоря, я наблюдаю, это все рабочие инструменты, потому что взять ту же самую книгу «Памир. Крыша мира», я выпустил 2000 экземпляров, и 1000 экземпляров разослал по всей стране. И настолько Памир был немножко закрыт для людей, психологически люди боялись туда ехать, не знали, что с заправками, не знали, что с ночлегами. И вот этот снять психологический барьер, я там дал все контакты в Таджикистане, в Бишкеке, в Душанбе, и люди прям потом, прочитав книгу, загорелись, и сейчас на сегодняшний день Памир — это такой Невский проспект, понятный и доступный. То есть моя задача увлечь, рассказать, что мототуризм, он понятный и доступный. Нужно только 3 фактора. Желание, время, и, конечно, деньги, на которые ты можешь путешествовать. Спасибо. Но ты уже про книги свои сказал, и наша встреча проходит в библиотеке. И, конечно же, мы позвали Пашу, потому что он еще и писатель, и разговор у нас о книгах уже зашел. Вот расскажи о своей писательской деятельности. Кто твой читатель в первую очередь? Можно я немножко начну с другого? Первый Да, опыт моей книги — это был «Сел и поехал». В 2012 году мы пересекли первый раз страну. Я купил мотоцикл Suzuki Hayabusa, психанул и поехал во Владивосток. И идея была рассказать, насколько у нас красивая и интересная страна, какие интересные люди, какие интересные города, кулинария, быт. И я настолько остался под впечатлением, что мне захотелось зафиксировать это все в книгу, отразить это все в фотографиях, отразить это как дневник. И, естественно, у меня есть редактор, который мне помогал все это оформлять, писать. То есть это вообще каждая книга — это большая команда, около 10 человек. И верстальщик, и художественный редактор. Читатель, конечно, это мотопутешественники, но мне было очень приятно, когда один человек, который гулял по Арбату, купил мою книгу на Арбате, звонит мне и говорит: «Здравствуйте, Павел Федорович, извините, я прочитал вашу книгу, а вот вы описали путешествие по России, я собираюсь ехать на Сахалин. Можно с вами познакомиться? Я живу в Москве, мы готовим экспедицию». И то есть я понимаю, что вот книги, они настолько вот людей вдохновляют, что люди покупают мотоциклы, сдают на права и едут открывать для себя мир. Это очень круто. То же самое на выставках. Подходят девушки, подходят молодые люди, говорят: «Здравствуйте, я посмотрел ваше кино, мне так понравилось, я купил мотоцикл, сдал на права и поехал во Владивосток». Я считаю, это все очень здорово работает, и надо людям помогать, увлекать, и у нас тогда все получится. Я в тебя верю, это уж точно. Павел умеет нести мототуризм в массы и правильно это делает. Я точно знаю, что ты к нам пришел не с пустыми руками и взял книги с собой. Да. Можно попросить еще раз Наталью Леонидовну к нам подойти, потому что Павел сегодня торжественно хочет несколько книг своих вручить к нам. Эти книги будут в фонде нашей библиотеки, поэтому как только мы примем их на баланс, соответственно, можно будет их взять и почитать.
Покажите нам книги. Не прячьте. Сел и поехал. Это 7-я часть, это Седьмая. путешествие в Магадан, да. Да. А также есть 15-й год, Третье. это путешествие по Америке, уже не скоро мы туда попадем, но тем не менее будет очень интересно полистать, почитать, очень много фотографий. 16 тысяч километров, 27 штатов. А пятая? И 5-я книга это Крым, Донбасс, это я ее назвал так «Из рая в ад». Ну, Ну, расскажи. интересная была поездка, в Крым первый раз попал, было интересно попасть к «Ночным волкам», в мотоклуб, на их мероприятие, самое большое, я считаю, событие в стране. Вот. Ну и потом мы с другом заехали на Донбасс, это было после военных действий, и хотелось пообщаться с людьми и вообще узнать в целом как бы их жизнь и их настрой, и, ну, дай бог, все будет хорошо. Да, мы в это верим. На такой приятной ноте я предлагаю перейти к вопросам из зала. Наверняка они накопились, и кто-то хочет их задать. Кто сегодня впервые познакомился с Павлом? Поднимайте руки, я к вам подойду, если кто-то хочет задать Вот вопрос. Светлана. Павел, каким вашим фильмом вы гордитесь больше всего? Какой он ваш самый любимый? Знаете, на самом деле на сегодняшний день 12 фильмов, и, конечно, это такая эксклюзивная разная работа. В каждом фильме я выполнял разные функции. Где-то я был продюсером, это первый мой опыт, «Памир, крыши мира», и потом «За свободу и в Магадан» со съемочной группой. Дальше я, в принципе, разобрался по режиссуре, мне очень понравилось. Сходил в Лендок, отучился на режиссуру док-фильмов и начал уже снимать фильмы, такие как «Деревня». У меня такие, знаете, социальные истории, после которых надо немножко переварить, подумать, и там очень много жизненного подтекста. Вот, к примеру, была премьера «На север за счастьем», да, то есть про нефтяников и газовиков. Мы рассказали про жизнь, про быт, про людей, которые ехали за счастьем в Хмау-Янау. И мне было приятно, что мы собрали там около 15 лавров, то есть в кинофестивале мы всегда тоже участвуем. Знаете, каждый фильм это просто, опять же, повторюсь, некий эксперимент. И можете посмотреть там фильм «Мотоледи», к примеру, да, девушка, сотрудница полиции, полковник МЧС, сотрудник банка, сотрудник скорой помощи, но их всех объединяет мотоцикл. И мне было очень приятно с ними работать. 1,5 года я снимал фильм про них, потом вот собрали хронометраж 38 минут с таким конфликтом. Как бы вот мужчины считают, что женщина должна варить борщи, семья, дети, а тут вот девушки другие. Тем более они из разных профессий. Там фильм, к примеру, «Техникум», 20 лет спустя. То есть я нашел свою группу, с которой учился, и закончил в 2000 году техникум, взял у них интервью. То есть там тоже очень серьезная философия, и каждый зритель, который посмотрит фильм, увидит себя, увидит своих одногруппников, увидит свое студенчество. И вот за 20 лет насколько мы стали разные, насколько кто как по-разному счастлив. Поэтому заходите на канал мой «Сел и поехал», там у меня в открытом доступе фильмы, и также на сайте kobyak.com, там все фильмы есть. У нас есть еще вопрос. Да, спасибо. Павел, вопрос такой. Вот вы путешествуете, я понял, что вообще люди в мотосоюзах это абсолютно разные люди, это абсолютно разных каких-то классовых принадлежностей, взглядов религиозных, политических. Когда начались события где-то вот год назад, как повлияло на дружбу между другими странами дружба мотосоюзов, вот такого? Смотрите, на самом деле, конечно, я отвечу так. Значит, просто возникли трудности по пересечению границ, и если я раньше мог собрать 60 городов, 15 стран на своих мероприятиях, то сейчас моим друзьям стало гораздо сложнее посещать наши события и мероприятия. Скажу также, вот прошлогодние события повлияли на мой проект, федеральный пробег «Золотая Колыма», и мы два друга-партнера это все начинали, строили.
но было предложение все отменить, но у меня немножко другие позиции. Я понимал, что как бы, ну, жизнь одна, и завтра, в следующем году может пробег не состояться. Мы все-таки организовали, Мотосоюз «Зыряне» тоже поддержали, 3 человека, это Саша, Серега и Володя, они приняли в этом пробеге. Мы установили 7 мировых рекордов, один рекорд попал в Книгу рекордов России, 35 городов: Мурманск, Новороссийск, Питер, Москва, Кемерово, Красноярск и так далее. Собрали все в Якутске и проехали по самой опасной трассе мира. Она входит в 5 самых трудных трасс. Диких, с дикими животными, с медведями очень много видели. И вот 75 человек мы проехали, 2000 километров, как я уже говорил, 100 падений, 40 проколов, 4 человека улетело в кювет. Слава богу, все живы. Но это настолько нас всех сплотило, что люди были очень разные, из разных сфер абсолютно. То есть это люди были, которые занимаются и газовики, и нефтяники, и мореходством, и кондитеры были, и студенты. Но при этом вот нас вот эта поездка настолько сплотила, «Золотая Колыма», что мы превратились в магаданскую семью. И нам вот, когда мы теперь встречаемся где-то вот в стране, на выставках, на мероприятиях, для нас вот наша встреча очень дорогая, потому что дорога людей сильно проверяет. Спасибо. Еще есть вопросы? Ух, давайте. Можно я еще задам вопрос? Я давно руку тяну. У меня очень такой конкретный, простой вопрос. Но я начну немножко издалека. У нас не так давно в гостях, вот прямо в этом зале, был олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Вот. И ему из зала задавали вопрос, а сколько вот вы берете с собой пар лыж на какие-то соревнования? И он говорил, что в зависимости от того, какие соревнования, в общем, очень много. Там комплект, по-моему, 40 пар лыж он берет, и на конкретное соревнование из этих 40 пар выбирает вот какие-то конкретные. Павел, а сколько у вас байков вообще, в принципе, и как вы, если, допустим, у вас парк в 40 машин, как вы выбираете, когда собираетесь в какое-то путешествие? Знаете, на самом деле под каждое путешествие я всегда готовлю определенный мотоцикл. Понятно, то есть, ну, с нашей активностью мы пришли уже к разным партнерам и спонсорам, и там нас и BMW в свое время поддерживали, и вот фильм «На север за счастьем» вы смотрели, там у нас компания BRP давали нам под проект, под съемку фильма, и по Монголии мы путешествовали с моим папой, и нам компания BRP дали квадроцикл. То есть под каждую поездку разная техника абсолютно. Это серьезная работа, подготовка. Понятно, форс-мажоры никто не отменял. Техника есть техника, она ломается, но мы под каждую поездку готовим определенные мотоциклы. Запасные не берешь? У меня на сегодняшний день один мотоцикл. Вот так вот все скромно. У нас есть еще вопрос. А у вас, расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее? Вот что-то готовите наподобие проекта «Золотая Колыма»? Знаете, честно говоря, вот «Золотую Колыму» вспоминаю, прям немножко так у меня стресс в организме, потому что он мне очень тяжело дался, и эмоции, переживания, технически сложное мероприятие было жизни. То есть я понимаю, что самое дорогое получил, конечно, это людей, да, вот в этом проекте. Но, возможно, в этом году у нас получится участие в пробеге, тоже там будет устанавливаться рекорды, и, возможно, мы как информационные партнеры проедем от Владивостока до Выборга, немножко пошумим, поможем нашим друзьям в продвижении мероприятия «Балтик Ралли». Это мой друг Игорь Щербаков, он организатор, и мы как партнеры, то есть его поддержим, прокатимся, но вот что-то вот организовывать свое пока в этом году не планирую. Хотя у нас проводятся такие любительские мотовыезды в Абхазию. То есть у нас была мандариновая такая, скажу, мототусовка, где люди собирали мандарины на время и делились на команды. Также у нас дети кукурузы были в этом году, в прошлом году. А в этом году мы будем делать мероприятие про фейхую. Поэтому приглашаю вас обязательно, приезжайте, да, и там будет очень весело. У нас Сергей Бабунец, наш друг, который вечно молодой, поет песни, да. И у нас очень хорошие люди, у нас все очень душевно. Приезжайте, 3 дня, это для вас будет как целая неделя. Спасибо. Ух, лесорог у нас.
Давайте мы сейчас возьмем один вопрос, на этом не закончим. Блоков у нас сегодняшнего мероприятия еще много, и в конце все те, кто не успел задать вопрос, обязательно его задаст. Но сейчас Павел не просто так сидит и отвечает на вопросы, он их наверняка запоминает, а в конце этого блока обязательно выделит тот вопрос, который ему наверняка понравился больше всех, и он подарит свою книгу с автографом автора. Так что подумайте сейчас над последним вопросом, возможно, ваш будет самым интересным. Павел, ну вопрос такой, да, наверное, тема про технику. Арктика, земля суровая. Вот скажите, бывал ли у вас этический случай в путешествии, да, техника ломалась, там люди заболевали или еще что-то, что вам вот ситуация оказалась безвыходной? И как вы поступали в этом случае? Знаете, сейчас отвечу, значит, на вопрос. Да, у меня есть всего два фактора, когда я останавливаю экспедиции. Только это техника сломалась и здоровье. Все, это два важных фактора. Если вы вечером отдыхали, зажигали, утром вы легли в 6 утра, а у меня старт в 7, как бы, ну, извините, увы, как бы для меня это не причина. Значит, всегда ломается техника, всегда какие-то возникают трудности. Пример из Монголии. Рекомендую вам посмотреть фильм про Монголию «Отцы и дети. Испытания». Мы, два друга, взяли своих отцов и в Петербурге построили машинку багги с самого нуля. Компания BRP нам предоставила багги для съемочной группы. И таким образом мы поехали, значит, пересекать из Читы до Горно-Алтайска через Монголию, через пустыню Гоби. 5500 километров. Так получилось, что мой друг Вадик-аниматор сломал ногу и вынужден был улететь в Москву на операцию. А я потом сломал 2 руки, и меня посольство России забрали, значит, к себе под крыло в Улан-Батор, но получилось так, что я потом сбежал от них. Мои байкеры, значит, отвезли в пустыню Гоби, я нагнал экспедицию. Ну, то есть тут вопрос, как бы, не скажу экстрима, а я понимаю, что, как бы, да, больно, надо немножко потерпеть, но мне хотелось просто проехать весь путь запланированный. Вот. Ну, немножко начал углубляться. Техника ломается, люди тоже ломаются, но самое главное, все живы и живы. Поэтому дай бог, чтобы все всегда возвращались домой. Спасибо. Последний вопрос, да? Ок. Хорошо. Сейчас, секундочку, к вам подойдет девушка с микрофоном. Книгу, знаете, можно купить буквоед.ру, либо «Читай город», либо Озон, если они там остались, потому что я пока тираж не перевыпускал, книги выпускались там в 13, 14, 15, 16 году. Если они есть, то, конечно, их можно приобрести. Если можно тираж повторить, потому что мы на севере живем, Арктика нам знакома, а на Памир вряд ли мы поедем, ну разве что наши зыряне. Вот. Хотелось бы почитать. Спасибо большое. Хорошо, спасибо за вопрос. Ну, если ты запомнил все вопросы, давай выделим один, который тебе понравился, и подарим книгу. Мне просто понравилась девушка, которая спросила за фильм, я вот хочу ей подарить. Да, Девушка, которая первая была, Светлана, ее зовут. Светлана, подойди к нам. Вот ручка. Сейчас тебе автограф автора. Почитаешь, потом расскажешь. Ура! Ты остаешься. Мы к Павлу еще обязательно присоединимся. Вопросов истории будет еще много. Проект, про который мы сейчас хотим вам рассказать, имеет непосредственное, так скажем, прямое отношение к Арктике. Он реализуется при поддержке Русского географического общества и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Это проект «Мотополярник». Идея и организация мотополярника принадлежит Анатолию Лютому, город Тюмень, Сергею Боргу, Новый Уренгой, и Юлии Солнце, город Сыктывкар. К сожалению, Юлия сегодня с нами присутствовать не смогла. После начала путешествия на край Земли очень важно было остановиться у стелы «Полярный круг» и запечатлеть этот момент. Мы видим как раз на экране, как разные мототуристы с разных городов
поехали и встретились для того, чтобы сделать фотографию. Это традиция мотопутешественников. На разных участках дороги мотоциклисты присоединялись к колонне на Салехард. Мотослет прошел в Приуральском районе у подножия горного массива Рай-Ис. В списках участников представители были из разных городов: Москвы, Абакана, Сочи, Краснодара, Сыктывкара, Иркутска, Тюмени, Челябинска, Читы, Красноярска, Мурманской области и многих других городов России. Участвовали в слете более 50 моделей разных мотоциклов, и среди них были даже специально предназначенные для дальних путешествий. Слет проходил 3 дня, и все эти дни были наполнены насыщенной программой с национальным колоритом. Выступали местные исполнители и коллективы. Жили участники Треффена в чумах и палатках. Крайний день пребывания любой участник мотослета имел возможность совершить пешее восхождение на природную достопримечательность Ямала ледник романтиков. Мы видим на экране фото с мероприятия прошлого года, а для того, чтобы глубже погрузиться в атмосферу мотополярника, предлагаю вашему вниманию небольшое видео. Можно громче сделать звук. Что ж, минуточка внимания. Рекорд. Самое большое количество мотоциклов в одной локации за полярным кругом в мире с результатом 317 мотоциклов. Официально объявляю зафиксированным. Официально объявляю зафиксированным и вручаю Сергею Боргу. Пора познакомиться с людьми, которые придумали, реализовали этот проект и смогли привлечь внимание общественности и продолжают развивать мототуризм в зоне Арктики. Сергей Борг и Анатолий Лютый. Давайте поприветствовать их в эфире. О, мы видим вас, ребята. Сергей и Анатолий, здравствуйте. Можно я с вами тоже перейду на «ты»? Мы лично не знакомы, очно. Заочно только, но вот позволю себе такое, с вашего разрешения. Сергей, расскажите, где вы сейчас территориально находитесь и кто с вами в эфире? Валентина, добрый день. Громче. Мы находимся в Новом Уренгое, в студии
И мы готовы, и мы этому очень рады. Анатолий, здравствуйте. Скажите, а где находитесь вы? Добрый день, Валентина. Я нахожусь у себя дома в деревне Анохино, рядом с Тюменью. На пенсии. Наслаждаюсь. Самый счастливый человек. Арктическая зона прекрасна своими видами и ресурсами, но мало кто бывал на ваших землях. Сергей, вот расскажите о том месте, где вы живете непосредственно, город Новый Уренгой, и что для тебя вот твой Ямал? Что касается региона в целом, ну, лично для меня Ямал — это место, где проживают сильные, настоящие, целеустремленные люди. Это заповедная зона не только в природном плане, а также зона, свободная от всякой толерантности в самом плохом смысле этого слова. И также для меня Ямал — это то место, которое предстоит нам развивать еще много и много в плане привлечения туристов и открытия этих прекрасных мест для новых и новых гостей, жителей России, а также в будущем, надеюсь, в скором, и для всех людей, проживающих на этой земле. Цель благородная и очень амбициозная. Анатолий, вы как основатель проекта «Мотополярник», расскажите, с чего все начиналось и когда это в первый раз произошло? Я начну с того, что вот вы смотрите, у меня Сережа Горга, на груди написано «Лицом к Арктике». Это было придумано, Сереж, в 16 году? Да, это было в 2016 году, когда мы разрабатывали новые тенденции и логотипы. Мы еще хотели написать на спине, ну скажем так, спиной к экватору, мягко говоря. Но получилось так, что лицом к Арктике. Так что мы давно в этой теме. Начиналось все, я не помню, я не буду врать, ну где-то 2009 год или 2008, 2007. Сереж, я не помню, честно. Я помню, что приехал Коля Пастор с подонков мира зимой, и я организовал ему поездку на Полярный круг, там мы сделали определенный обряд, покушали строганины, шалуна из оленины. И он предложил, говорит, а что у вас такие места потрясающие, говорит, займитесь этим делом и организуйте какие-то пробеги, слеты. Ну, в принципе, с этого и началось. Все было, конечно, мелкомасштабно, таким своим коллективом, который все друг друга знают. Ну, в принципе, там и в зале вот сидящие тоже не только знают. Все те, кто путешествует, все знают, все общаются. И это, ну, короче, начиналось очень давно. Потом влился в этот коллектив Сережа Горг, и уже приобрело такой довольно масштабный проект, потому что больше 600 человек, по-моему, в 2016 году было, 624, по-моему. Вот. Там география была вообще потрясающая, от Владивостока до Шотландии. В то время еще там, ну, смело передвигались из дальнего, из ближнего зарубежья, что были ребята из многих стран. Вот. И ну, мы прогремели, скажем так, очень хорошо, чтобы показать быт людей. Самое интересное для людей этих, ну, никого не удивишь. Паша Кобяк скажет, что никого не удивишь там, путешествием там, где-то на юг по Кавказу и тому подобное, где-то в теплых странах, а тут совершенно иное. Совершенно новое. И быт людей, вот этот в чуме, когда режут оленя, бьют кровь,
строганина, такое нигде никто не покажет. Это наше, сугубо наше, северное, как и у вас в Сыктывкаре, так и у нас. Я считаю, что это хороший бренд, этим мы гордимся, мы это продвигаем, у нас неплохо получается. Спасибо. Сергей, расскажи, а какова идеология мероприятия вообще и цель организации мотополярника, так скажем, миссия его в чем? Ну, вообще, во-первых, я бы не стал называть наш слет фестивалем и прочими высокопарными словами. У нас это просто встреча друзей, встреча мототуристов, очередная встреча. Мы встречаемся много где, и наша идея мотополярника сделать такую крайнюю точку северную в нашем регионе, для того, чтобы предоставить комфортную площадку для людей, которые хотят, уже, может быть, говорилось, поставить в своей ездовой биографии галочку, что они были, например, как в этот раз на Полярном Урале. Да? Согласитесь, мало кто может похвастаться подобными достижениями, тем более среди двухколесных. Ну, встретились, пообщались, пожали друг другу руки, выпили по кружке чая, значит, посмотрели на национальный колорит. Опять же, в следующий раз приедут не на мотоциклах, а прилетят самолетами, приедут автомобилями, привезут семьи, расскажут друзьям. Таким образом и развитие туристической составляющей на Ямале путем наших таких скромных вкладов будет дальше развиваться. А так, чтобы конкретной цели от точки до точки у нас, мы просто отдыхаем и стараемся наслаждаться жизнью и предоставляем такую возможность. Анатолий, вот вы сказали, что в 2009 году прошел первый слет мотополярника. Скажите, как это было по масштабам? Мы просто видели на фотографиях, как это было в 2022 году, а вот первый раз вот этот вот междусобойчик, он как был организован? Сколько участников было? Насколько это было масштабно? Было 1004 человека, все они помещались у меня на даче. Все награды получали на даче, кушали, пили, веселились тоже на даче после посещения Полярного. Это такое было путешествие, потому что, скажем, не масштабно. Хотели ребята, они заявились, приехали, я им организовал все на даче, все, что нужно. Вот. Ну и вы поймите правильно, что север, он красивый, особенно если у тебя есть с чем сравнить. Это природа девственная. Вы ее не сравните с теми южными широтами, с той природой. Она другая, и она красивая. Ну, как это с Сережей, я уже неоднократно говорил эту фразу, когда ты с Сережей путешествовали и на Мурманске, и мы когда первый раз увидели Хибины, я просто завизжал в скалорайдер. Меня спросил, что такое, я говорю, ты направо посмотри, вон туда посмотри, что. Ну, так что тут есть что посмотреть. В родном отечестве есть что посмотреть. Если заработает институт туризма и устранятся многие препоны для того, чтобы попасть в ту или иную точку, потому что вы же понимаете, что где-то частные территории, где-то закрытые территории, а вот все интересное, все красивое как раз ему, ну знаете, как запретный плод, он всегда слаще. И люди туда хотят именно поехать. Не только с нашего отечества, но люди иностранцы хотят, они звонят там, узнают, как получить разрешение, как проехать, как посмотреть. Вот. Ну, мне кажется, в этом проекте есть большие перспективы, если повторюсь, заработает институт туризма.
Ну, мы для этого и проводим, в том числе и для этого тоже проводим подобные мероприятия, для того, чтобы больше людей узнало именно о вашей зоне и захотели туда поехать и к вам присоединиться. Сергей, вот про первый опыт мотополярника мы узнали на даче у Анатолия. По-моему, было очень романтично. А вот скажите про мотополярник 2022, для того, чтобы мы смогли здесь на местном уровне сравнить эти масштабы. Насколько это было, вау, феерично. Ну, во-первых, мотополярник уподобился, да, кочевым народам, проживающим в наших краях. Мы перекочевали с Ямбурга, с берега Русской губы, ближе к полярному Уралу, ну, непосредственно к его подножью. Куда-то уйти дальше в горы было проблематично, потому что гости приезжают на разных классах мотоциклов, и, в общем-то, уйти куда-то дальше по неразвитой инфраструктуре от отсутствия дорог было невозможно. Но то, что сделано, то сделано. Я считаю, как вы видели сейчас на видео, место было прекрасное, все были очень довольны. Нам очень хорошо, конечно же, помогло правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Они прям предоставили нам все необходимое для проведения нашего фестиваля. Для них это дело было новое, непростое, было много страхов, но, к счастью, все прошло замечательно. И в дальнейшем мы заручились поддержкой, что если мы будем и дальше к этому стремиться, то всяческая помощь нам правительство обеспечит. Также надо сказать, что проходило мероприятие «Мотополярник». Это проект Русского географического общества. Большое спасибо, значит, нашему тоже региональному отделению, которое внесло неоценимый вклад в проведение этого мероприятия. Вот непосредственно Дмитрий, сидящий рядом со мной, вел множество переговоров, включая переговоры по оформлению мирового рекорда, по установлению, множество переговоров по преодолению бюрократических всяких препонов и так далее. В общем, все были в работе, спасибо команде. Если бы не команда, конечно, это было бы все сложно осуществить. Ну и кроме того, опять же, даже для жителей нашего Ямала и для жителей соседних наших регионов северных мы показали полярный Урал. Непосредственно ко мне на слете подходили люди, проживающие, мотоциклисты, наши гости, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, и говорили, что если бы вы не замутили вот эту историю с полярным Уралом, вряд ли мы его вообще когда-то увидели. Но еще надо заметить, что место это труднодоступно, и только, по-моему, в прошлом году открылась дорога, федеральная трасса, как, ну, если ее можно так назвать условно, да, трасса. Мало асфальта, много щебня, много грейдера. Ну, это даже добавляет изюминку, потому что сюда приезжают пока что лучшие из лучших, самые отчаянные мотоциклисты. Я считаю, что у нас все получилось, а самое главное — это благодарность наших гостей. Анатолий, раз уж Сергей упомянул, так скажем, о рекордах, вы расскажите, какие рекорды были установлены на мотополярнике 2022? Похвастайтесь. Ты, наверное, лучше расскажи. Я далекий от этих всех рекордов. Пусть Сережа тогда вам поможет и расскажет. Это ваша заслуга, вы рассказывайте. Мы взяли с собой в студию, значит, сертификат рекорда России. Аплодисменты вам. Сертификат мировой рекорд. Поздравляю, ребята. России и 40 мировой рекорд. 312 мотоциклов, да, это впервые зафиксированный рекорд. Бывало у нас заявок, конечно, больше, но так как это новое место, новая локация, мы сюда прямо слегка подготовились действительно отчаянные мотоциклисты, не побоявшиеся. Поэтому пока 317 тысяч единиц. Ну а также мы подняли этот план для создания здоровой конкуренции
с нашими коллегами, с нашими друзьями, которые проводят подобные. То есть вы такие не одни, у вас на Ямале еще есть, так скажем, единомышленники, кто подобные мероприятия тоже проводит. Я правильно поняла? Ну, смотрите, на самом деле заполярных слетов в России два. Один из них у нас, второй проводится в Мурманской области. Поэтому мы, как говорится, два слета таких, в хорошем смысле слова, конкурирующих организаций. Хорошо. Скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас на Юмале есть своя традиция встречи гостей. То есть, в общем, по России это, как принято, хлеб-соль. А как это проходит у вас, особенно зимой? Ну, зимой мороженое с маргариновым соусом. То есть зимой вы встречаете гостей мороженым? У нас, скажем так, традиция заделенная именами. Были побеги зимние, скверные, омикрон, полистол, зимой. Наших людей там встречали мороженое. Мы сочли, что надо подобную традицию блюсти и в дальнейшем, и поэтому сегодняшний день для знаменитых путешественников у нас регион организован очень теплый. Это мороженое, строганина и все прелести на свете. Класс. Аплодисменты вам, ребята. Но так как у нас еще есть гости, с которыми мы тоже очень хотели бы пообщаться, это наш Республиканский мотосоюз «Зыряне», и для того, чтобы резко к нему не перейти, мы позволим нашим гостям, пока вы находитесь в эфире, а я надеюсь, что вы останетесь до конца мероприятия, также задать вопросы, возможно, они возникли, и запоминайте, пожалуйста, тоже самый интересный вопрос, у нас будет небольшой подарок для активных участников. Вопросы есть? Есть у нас активный участник. У меня такой вопрос. Вот всем известно, что арктическая зона, она как бы, там очень-очень хрупкая природа, и очень легко нарушить экологию Арктики. Вот мотобайкеры в Арктике нарушают ли экологию хрупкую, нежную, арктическую или нет? А вы приедете и посмотрите, что после нас остается. Это официальное приглашение. Спасибо большое, мы обязательно приедем после такого приглашения, а как нет. Может быть, еще кто-то хочет спросить? А можно я задам вопрос? Конечно. Парни, еще раз привет. Вопрос такой, а когда вообще планируете следующее мероприятие и по месту планируете то же самое, либо что-то будете менять? Паша, спасибо за провокационный вопрос. Ты прекрасно об этом не знаешь, но ответ, что транслируешь его сейчас в массы. Мы с Анатолием уже давно пользуемся следующими критериями. В этом году провели мотополя, в следующем и точно его не проводим. В следующий год наши гости живут этими эмоциями и этими воспоминаниями. Проходит еще один сезон, мы встречаемся на слетах, в том числе и на поездках, которые проводишь, да, лично слышим больше вопросов. А когда будет мотополя? Когда будет мотополя? Проходит еще какое-то время, когда эти вопросы становятся таким массовым гулом, когда вы понимаете, что вот пора. Когда это произойдет, все зависит от желающих и задающих эти бесконечные вопросы. Ждем, когда все созреют. Но вот этим летом не будет его. Спасибо за ответ. Может, и соберемся. У нас есть еще вопрос. Ну вот вопрос такой. Смотрите, у туристов, у геологов есть свои какие-то неписанные правила, свой фольклор, свои легенды. А вот интересно, у мотополярников есть что-то подобное или нет такого? Свой фольклор.
значит, формат, сам по себе формат праздника развивается. У нас нету никаких хедлайнеров, да, у нас нету знаменитых исполнителей, нету попсовых таких, нету Бузовой, нету никакого того, кого вы видите на других, так сказать. У нас есть национальные музыкальные коллективы, и это создает наш коллектив. Ну и плюс, естественно, местные гастрономические изыски тоже, как говорится, в вашем распоряжении и стоят. Спасибо. Еще? Да, приветствую. Вопрос такой. Что нужно для того, чтобы в вашу компанию войти? Какие, значит, критерии? Косуха, не знаю, там, длинные волосы, мотоцикл, ну, что-то. И в конце концов, когда будет уже нитка от Сыктывкара до Воркуты, мотозаезд? Ну, обязательно все, что вы перечислили, необходимо, да, длинный волос, как меня. Кудрявый. Косули наши на гвоздях с лапшой и с разрезами, с шипами. Поэтому будьте добры, конечно, зарядитесь этими реквизитами, иначе... Если вы готовы на серьезно, то для того, чтобы путешествовать, вот я даже с Пашей согласен. Он сказал, там 3 критерия. Для меня 1 критерий. Всего нужно, но желание. Если человек хочет путешествовать, он будет путешествовать. Есть у него деньги, нет денег, бюджета путешествовать, где-то будет пойти картошку копать, кому-то дрова рубить, он все равно будет ехать, будет познавать этот мир, потому что он хочет. Для этого нужно только желание. А если придумать себе, вот у меня нет времени, у меня нет денег, все это ерунда, все это придумано. Вот. Хочешь путешествовать? Сел, переделал ногу через мотоцикл и ничего тебе не отказывает. Вперед. И не придумывай себе что-то такое, что вдруг там что-то будет легко. Все просто решать. Это вообще не проблема. Мало того, решил в любой стране мира. Я с тобой согласен полностью. Нужно только желание. Есть еще вопросы? Можно я еще? Я очень продуктивна сегодня. Я хочу спросить, а есть ли какие-то возрастные ограничения для мотобайкеров? Вот нижняя граница и верхняя. Потому что вот ваша мини-визитка заканчивалась на очень колоритных фотографиях. Там такой мужчина, мы отделом всем смотрели, он был как будто бы в возрасте, с бородой, но очень чудно выглядел, очень прям колоритные фотографии. Но мне бы хотелось создать и нижнюю границу, и верхнюю. Когда вы вот скажете, все, мы не берем, ты слишком взрослый или ты слишком маленький еще? Так это вы, наверное, были на той фотографии. Мероприятие начинается от 18+, и далее без ограничений. Главное, чтобы вы определили себя. Вы проверяете паспорта, чтобы не было 17-16 или нет? Или на глаз? У нас есть методы, которых мы не раскрываем. Есть еще вопросы от коллег? Добрый день всем. Всех с праздником, Днем Арктики. И у меня не вопрос, у меня просто крик души. Анатолий, Сергей, мы очень рады вас видеть в здравии. И самое главное, что чувство юмора вас не покидает. Мы всегда рядом, мы всегда с вами, и мы обязательно к вам приедем. От Зырян привет. Еще вопросы? Вопросов нет, поэтому, ребята, Анатолий, Сергей, давайте вспомним вопрос, который вам больше всего понравился, и подарок вручим. Это памятный, господи, что это у нас? Это памятный значок, да, о Днях Арктики, где все наши гости сегодняшние указаны, будете с гордостью его носить на косухе, которую обязательно приобретете. Вот. Вы уже ответили, Валентина, на тот лучший вопрос, который был задан. Судя по реакции Юрия, вас полностью согласен. Поэтому отдайте этому парню, пускай А у него, кстати, они длинные. Я сама лично даже передам.
Ну все, человек подписался, поэтому ждем его фотографии теперь с мотополярника. Спасибо большое, ребят, не отключайтесь, мы продолжаем наше мероприятие. И прежде чем пригласить на сцену следующих наших гостей, мне тоже очень хочется про них немножко, хочется немножко, но получится, что немножко рассказать. Союз Республики Коми «Зыряне» — это не просто мотоциклисты, это сообщество единомышленников, которые живут идеей путешествий, открытий новых горизонтов, поиска всего увлекательного. И все это под рев мотора своего верного железного коня. Сегодня мы пообщаемся с руководителями Республиканского мотосоюза, с теми, кто продвигает мототуризм в нашем крае, пропагандирует безопасность на дороге и показывает, как можно жить активно. Сейчас, секундочку, мы просто включим маленькую визиточку интересную. Это те самые колоритные. Вот это вы. Несмотря на то, что официально мотосоюзу «Зыряне» 2 года, его участники имеют огромный опыт путешествий. Например, Владимир Потапкин, председатель, за рулем мотоцикла с 1987 года. Аплодисменты. За сезон он проезжает в среднем около 20 тысяч километров. Те, кто дружен с математикой, могут легко посчитать, сколько он проехал всего за свою мотожизнь. Если учесть, что длина экватора земного шара около 41 тысячи километров, то можно вычислить, сколько раз Владимир обогнул земной шар, сидя за рулем своего мотоцикла. И такая история с разными цифрами будет у каждого мотопутешественника. За плечами представителей «Зырян» мотопробеги по всей России и ближнему зарубежью, а это сотни тысяч пути. Они организовали и провели не один десяток мероприятий. Кроме того, что «Зыряне» устраивают масштабные яркие мероприятия с участием гостей из других городов, они всегда желанные гости на крупных республиканских фестивалях и общегородских мероприятиях. Мотосоюз не остается в стороне от социальных проектов. Они помогают в работах по восстановлению храмов, как, например, в селе Лялик Нижегородского района. Участвуют в субботниках и благотворительных акциях. На просьбу помочь библиотеке, в которой мы сейчас с вами находимся, с переездом после капитального ремонта, «Зыряне» откликнулись сразу и положительно. И ярким, жарким летним днем в цепочках с сотрудниками библиотеки помогали в этом нелегком деле. Да, за это наша отдельная признательность нашим друзьям. Мототуризм – это не всегда совпадение ожиданий с реальностью. Это дело смелых и сильных. Нередко в дороге приходится сталкиваться с трудностями. Иногда это настоящая проверка на мужество и выносливость. Тут всегда на помощь придет мотобрат. Кто ездит, тот знает. В своем опыте путешествий на мотоцикле туда, куда обычный человек на машине не решится поехать, а также о планах на предстоящий мотосезон, нам сейчас и расскажут представители Мотосоюза Республики Коми «Зыряне» Владимир Потапкин и Александр Сафаров. Встречаем вас, ребята, присаживайтесь. Расскажите, кто с вами? Да, кто с вами? Все свои. Давайте мы с вами познакомимся для тех, Добрый кто день всем. не знает. Владимир Потапкин. Являюсь председателем данного мотосоюза. 2 года назад, грубо говоря, а то уже и 3, да, в 2020 году, мы создали это мотосообщество. Мотосоюз Республики Коми «Зыряне». Как бы республиканского формата. В формате моторазвития по Республике Коми и за ее пределами мы занимаемся мототуризмом, катаемся, общаемся, посещаем множество фестивалей, встреч с единомышленниками, мотоциклистами, байкерами, мототуристами. Также очень часто посещаем Пашины мероприятия, где бы они ни проходили, каких там в Питере или в других городах.
Владимир, вот мы у всех наших участников спрашивали, в чем же заключается их личная миссия, миссия проектов. А вот миссия Зырян, она в чем выражается? Для чего вот вы все это делаете, жизнь этому отдаете? Ну, для продвижения нашей республики Коми, прежде всего. Мы куда-то приезжая, мы показываем и рассказываем за свою республику, и как бы приглашаем всех, ну, продвигаем мототуризм и мотоциклизм, в общем. Александр, а как давно вы с Зырянами? Ну, здравствуйте всем. Начнем с того, что практически, когда была задумка открыть мотосоюз, принимало участие около где-то 80 человек. Не мы одни с Володей все это придумали. Поэтому у нас был небольшой коллектив с небольшим своим уже опытом в плане развития туризма, в плане движения в мототеме. Поэтому это пришло в 2020 году. Мы поняли, что мы стали уже на другой уровень, выходим, что нам уже не интересны просто байкерские мотослеты, пиво, пьянка. Нам стало больше интересно мотопутешествие, двигаться по стране, узнавать больше. Ну и в процессе родилась идея, что один из самых главных наших, цель нашего вообще мотосоюза, это, как сказал Володя, развитие мототуризма в республике Коми. Чтобы было ясно, до 2020 года к нам в регион, ну, по крайней мере, говорим о Сыктывкаре, приезжало очень мало мототуристов, практически их не приезжало, случайные какие-то люди. За последний год, в 2022 году, наш город Сыктывкар с экскурсиями, со всеми мероприятиями приехало около 50 человек. В этом году, я надеюсь, будет намного больше. Так что ту цель, которую мы для себя поставили, развитие мототуризма, она оправдывает. Я думаю, это одна из самых главных целей – развивать наш этнос. Тем более, как ребята с севера, с Янау, нам сказали, что это самое лучшее, что мы можем показать. Кавказ и море мы видим с детства. А вот колорит национальных мест наших, Коми, Зырян, многие не знают и даже не слышали об этом. Поэтому наша цель такая. А в мотосоюзе и вообще в мотодвижении я около 10 лет, так скажем. Раньше я был вообще далек от этого дела, и для меня эти люди казались так, непонятные для меня люди. А теперь я сам какой-то непонятный. Главное, понятный для себя. Не просто так спросила, почему и когда вы вошли в мотосоюз. Скажите, как вы вообще принимаете в мотосоюз новых людей? Ведь Зырян становится все больше и больше, и на открытии и закрытии мотосезонов видно же масштаб, что все больше и больше становится. Как попасть именно к Зырянам? Ну, к нам попасть очень просто. Тут дело такое, надо, главное, быть душой в этой теме, иметь под ногами коня железного, ну и головой, чтобы ты разделял тот человек разделял те мысли и те цели, которыми мы заряжены. И все. Он приходит, появляется почаще на наших мероприятиях, делает предложения, на собрании все это рассматривается. Все просто, без всяких амбиций, без всякой иерархии. Все намного проще. Если человек хочет, он должен быть рядом, мы это заметим, и даже без его просьбы. И сами мы ему еще можем предложить стать членом нашего мотосоюза. Ну, есть одно условие. Кандидат должен быть именно республиканцем. Даже независимо, где он может жить, он должен быть нашим республиканцем. То бишь, либо он родился здесь, либо он живет и куда-то уехал. То бишь, никакие другие не могут состоять в нашем клубе. Нам часто просятся, и с Тюмени к нам просились, и из Екатеринбурга, и с Тагила, и даже обижались, что мы их не берем. Но у нас мы не можем. Только республиканский у нас формат. Правила у вас очень жесткие, конечно, ребята. Не каждый попадет. Но у нас Республика Коми очень огромная, и есть часть территории, которые входят в зону Арктики. Вот расскажите о вашем личном опыте путешествий, мотопутешествий, либо это автомобильные путешествия, вот именно в арктическую зону. Где же вы вот сами побывали? Вот. Смотрите, как вам сказать. Ну, понятно, что до Арктики на мотоцикле доехать невозможно. Ну, арктические зоны, у нас ближайшая зона это Наримар.
И вот в формате мототуризма и развития его мы придумали такой мотонорматив. Называется «Зырянская тропа». Это надо проехать по дорогам и бездорожью нашей республики. И в этом году у нас уже маршрут, он выходит у нас на Нарьян-Мар. Ну, это и есть, да, зона Арктики. Вот как раз вот перед вами, да. Специально её выбили. Ну вот у нас куратор Дмитрий, назначен куратор этого проекта, и Дмитрий занимается и курирует полностью этот весь вопрос. Вот, если есть вопросы, Дмитрия задайте. дорожное имя Красавчик. Поприветствуем Красавчика. Давайте не буду, давайте в формате вопрос-ответ. Если есть какие-то вопросы. Да, расскажите, пожалуйста, про мотонорматив и почему такое название. Ну, Зырянская тропа понятно, а почему именно мотонорматив? Ну, поехали, конечно, точка А, точка Б, но это вот прям целый мотонорматив. Что это, о чем это говорит? Вы знаете, ну, как бы, на самом деле была затея привлечь мототуризм в наш чудесный край, как бы, наверное, это основополагающая вообще всей этой истории. Привлечь народ, привлечь мотопутешественников, поделиться широтами нашего края, красотами наших видов, ну, как-то в этом ключе. Как бы сам норматив, он заключается в том, чтобы проехать всю республику Коми на мотоцикле от начала ее до ее конца. То бишь, как всем известно, начало у нас это Летка, и самая дальняя точка, это у нас Стелла Полярный круг под городом Усинске, где-то в 80 километрах. В этом мы пойдем до Нарьян-Мара. Уже логистика у нас вся проложена, паромы у нас уже тоже зафрактованы. И в этом году мы ждем около 50 участников, которые уже заявляются, ну, как бы на то, чтобы этот норматив сдать вместе с нами. В этом году 25 числа мы выезжаем, 25 июня. Выезжать будем, старт колонны будет проходить после мототрефона. Мы уже 3-й год подряд делаем такие мототрефоны, что в переводе на простой язык «встреча друзей». Мы тоже стали проводить эти мототрефоны. В этом году он тоже будет, и после воскресенья, после праздника стартует, так скажем, провожаем колонну, кто поедет на Нарьян-Мар сдавать Зырянскую тропу. Вы уже сказали про фестиваль, вот чуть-чуть совсем. Расскажите поподробнее, где это будет. Насколько я понимаю, мы сейчас говорим о Edge Voice, да? О белых ночах. Светлые ночи. Серые? Светлые ночи. Светлые ночи, прошу прощения. Вот расскажите идею хотя бы, приоткройте. Идея простая. Привлечь туристов, привлечь всех, кому интересно мотодвижение, пожить в палатке, посмотреть наш фольклор. У нас тоже, мы тоже стараемся делать в виде национальных моментов. Не обязательно нам этих хедлайнеров, мы тоже цель не ставим, звезд приглашать. Все делается на уровне нашей Республики Коми, чтобы людям было интересно, те, кто приезжает. Поэтому это встреча друзей, мы рады всем. Да, бывает, что наши друзья с нашего города, которых очень много мотоциклистов, они вообще не посещают. Но я могу сказать это одно, они делают большую ошибку. Они поймут, когда уже будут старыми, когда уже будет поздно. То есть национальный наш Коми-колорит, он будет обязательно присутствовать на фестивале? Обязательно, и мы вас тоже приглашаем. Это фестиваль пройдет у нас в этом году в этнопарке. Ну, как бы решается вопрос, но, судя по всему, он будет в этнопарке. Это числа 24, 25, 26 июня. Так что мы вас всех приглашаем. Почему? 23, 24, 25 июня, да. Приглашаем вас всех в этнопарк. Либо добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Найти ее очень просто. Мотосоюз Республики Коми Зыряне. Добавляйтесь туда и будете полностью информированы про наши мероприятия. Будем рады вас всех видеть. Спасибо большое. Вот все самое интересное мы про Зырян, самое вкусное узнали. Возможно, есть вопросы у зала. Давайте их выслушаем и самому активному, интересному обязательно подарим подарок. Весь вечер любуюсь нашивками на ваших одеждах, поэтому хочу задать вопрос по этому поводу. Откуда такой логотип? Кто автор его? Откуда, еще раз, такой? Логотип, автор логотипа. И Автор родился логотипа Зырян. Но это рождалось все в кругу представителей мотосоюза. Все это было в Клабхаусе у нас. У нас есть свой Клабхаус, где мы собираемся, где мы проводим периодические вечеринки, где рождаются всякого рода идеи. Там и родилось все это в мучениях. Почти полгода мы думали,
что изобразить у себя на спине, что носить с гордостью. И так как у нас название Мотосоюз «Зыряне», мы все жители Коми, каждый причастен к республике Коми, кто родился, кто учился, кто живет и работает. Поэтому это все вот родилось так, все сами соединили нашу культуру с нашей субкультурой. Вот так, примерно так. Спасибо. Еще вопросы? Добрый день, уважаемые друзья. Ну, наверное, такой вопрос для всех жителей, от всех жителей Республики Коми. Когда до Воркуты доберетесь? Это задал вопрос наш представитель нашего мотосоюза «Зыряне» из города Воркуты Евгений. Спасибо за хороший вопрос. До Воркуты доберемся, как только вы сделаете дорогу. Но при всем при этом мы с Володей в 2014 или 2013 году, уже точно не помню, все-таки сделали этот шаг. До определенного места доехали на мотоциклах, потом загрузили мотоцикл в багажный вагон. И с удовольствием покатались 3 или 4 дня по Воркуте. Я Володе показал Воркуту своими глазами, потому что я там родился и жил. Посетили местный фестиваль, там байкеры местные делали. Поэтому мы в артистской зоне у вас были. Вот плохо дороги нету. В том году у нас, кстати, в 2022 году ребята сделали попытку к вам приехать на мотоцикле. Она не удалась, не попали в погоду. Так что, может быть, когда-то кто-то еще и доедет. Хотя в Воркуту уже люди приезжали, в основном зимой, да? Даже? Не, ну это на машине. Ну, а на мотоциклах? Ну, молодцы. Еще вопросы? Дождитесь микрофон. Еще есть вопросы? Руки поднимаем. Есть. Здравствуйте, уважаемые друзья. Спасибо огромное за ваше мероприятие. Мы у вас бываем в гостях, танцующие люди. Любим вас. Нежно. Да, у меня вопрос такой. Зырянская тропа. Как я услышала, что в коллектив попасть только как ирландцы, либо по месту рождения, либо по месту проживания. А Зырянская тропа, кто прошел маршрут, любой может пройти и получить этот сертификат. Либо только тот, кто здесь в Коми Республике проживает. Нет, смотрите, пройти его может абсолютно любой. После прохождения маршрута человек становится счастливым номинантом, он получает вот такую вот нашивку, получает соответствующий сертификат, пройти ее может абсолютно любой, на абсолютно любом мотоцикле. Нужно всего лишь немножко желания, терпения. И этот норматив можно пройти независимо, с юга на север ты будешь ехать, или со стороны Салихарда, с Наримара, люди, неважно. Главное проехать значимые точки. Есть отметки, это Летка, это Визинга, это Объячево, это Ухта, у памятника, у профиля Ленина, это Усинск, полярный круг. Главное предоставить фотоотчет, время, когда он был, и все, этого будет достаточно, чтобы получить нашивку и диплом. Спасибо огромное. Участником нашего сообщества может стать только республиканец, а не участник тропы норматива. Только участник нашего мотосообщества. Еще Причем вопросы? адекватный. Татьяна? У меня такой вопрос, его уже частично задали про Воркуту. Вообще известно, что в Республике Коми 4 муниципалитета входят в арктическую зону. Это Воркута, которую уже сказали, Усть-Цильма, Усинск и Инта. Вот тропа через Усинск, я точно вижу, проходит. До Усть-Цильмы и до Инты тоже нет дорог? Или, может быть, когда-то вы планируете, потому что потом раз и выворачивает в другую сторону дорог за пределы республики? Ну, насчет Усть-Цильмы, там с дорогой так слегка напутано. Ну вот по афише вот этого года, то, что мы Зырянскую тропу потащим в этом году, мы, получается, мы попадаем в Выжимский район, Выжму, на Лут, на праздник. Так что в процессе вообще,
Чтобы понимали, у нас очень много направлений, чем мы занимаемся, наш мотосоюз. У нас есть и мотопаломничество, как уже было сказано, что мы помогаем церквям. Каждый год мы осваиваем, так это назовем, новые монастыри, новые церкви, помогаем, ездим по всей Республике Коми. Также у нас есть проект, мы уже реализуем его около 5 лет. Называется он, даже, чуть меньше, «Познай Коми край». Мы каждое лето в удобную погоду, стараемся на выходные дни, это типа поездки одного дня. Договариваемся с деревнями, с селами, с городами, узнаем, что на уровне администрации, что они могут нам предоставить, музеи, там, экскурсии. Собираем команду, делаем афишу, и все желающие к нам присоединяются, неважно, мотоциклист, не мотоциклист. В последнее время к нам уже по несколько машин людей, кто в нашей группе читает, смотрит нашу группу, задают вопрос, а можем мы на машинах с семьями, с детьми, у вас так интересно. Поэтому мы приветствуем всех, мы делаем поездки, мы очень много уже в Республике Коми объехали за эти несколько лет, поэтому каждый год мы куда-то ездим, следите за информацией. Мы, я так думаю, еще и до Удры доедем много куда. И в этом году мы еще собираемся поехать в Кослан. Но это у нас такая задумка, нас представитель один мотоциклист из Кослана попросил его мечту осуществить. Вот я пока говорить не буду, если это все получится, все это увидите у нас в группе в афише. Так что у нас есть в планах съездить еще и в Кослан. Я слышала, в Удару. Из социальных проектов вы еще и шефствуете над детским домом и скромно об этом умалчиваете, но мне кажется, это очень важно. Мне кажется, достойно аплодисментов. Прям молодцы. Спасибо, но мы делаем это чисто как бы от души. Мы уже на протяжении 7 лет входим в состав попечительский совет Кочманского интерната. Поэтому эти детишки, они уже нам как родные. Мы к ним ездим, когда чаще, когда реже. Пандемия очень много перевернула всех планов, которые были с детьми связаны. Мы помогаем детишкам, когда к нам приезжает цирк, с артистами цирка договариваемся с администрацией, делаем анонс, они нам для нашего интерната выделяют по 20, по 30 билетов, чтобы наши детишки тоже могли посещать цирк. В общем, вот такие вот акции мы делаем, но мы их сильно не озвучиваем, потому что это чисто личные такие вещи. Мы не пиаримся, ничего, Вы еще и скромные, молодцы. От души. Мы просто взрослые, поэтому у нас так. Можно я еще, пользуясь микрофоном, еще один вопрос задам? Сори. Вот мы до мероприятия с Павлом общались и говорили о том, в том числе, что мотокультура объединяет очень разных людей, очень разных, и они вообще из разных сфер. Вот вы, с одной стороны, очень одинаково сейчас выглядите, с другой стороны, видно, что вы по-разному держитесь, по-разному говорите. И такой частный вопрос. Вы ведь, кроме мотосоюза, да, еще ведь, наверное, работаете. А кто вы по профессии все? Истории умалчивает. Давайте это пропустим. Это секрет. Честное слово, да, просто не хватит пальцев. У нас, как говорится, мотокультура, да, очень развита. Люди очень разного статуса и достатка. И, в основном есть и обеспеченные люди, есть необеспеченные, есть профессора, есть доктора. Я про вас троих вот спросила на самом деле. Я сторож ночной. Отлично. А красавчик? А Дмитрий? Я больше в торговле, оптовая торговля. Спасибо. Действительно из разных сфер. Есть еще вопрос, Заряна? Есть. Пассажиров берете? Двоечкой хотят поехать. Это, понимаете, зависит, куда мы едем, с кем мы едем. Бывают пассажиры, бывают без пассажиров, бывают пассажиров, кто-то в дороге берет, понимаете? Всякое может быть. Но в основном нет, потому что лучше взять какие-нибудь полезные вещи с собой. Спасибо за ответ. Рук не вижу, поэтому... Мы не будем озвучивать правила. Смотрите. Конечно. Толик,
Анатолий, правил очень много, но и не всех их можно даже озвучивать, как бы. И потом правила же мы тоже сами придумаем все часто в дороге с каким-то со временем. Ты имеешь в виду за какие правила? Время поменялось, Толик, сейчас пассажиры такие стали ушлые. А, Серега, да? Серега, ты вопрос задаешь, да? Пассажиры ушлые пошли. Спасибо за ответ. Вопросы еще есть? Был такой вопрос, да. Ну, Толик, А, ну. Это было в феврале 2016 года, когда люди на мотоциклах через полярный Урал доехали до Воркуты. Это был Олекс, Фарт, Чукча и Ну, мы знаем этот ваш пробег. Ну, вы же ехали со стороны Салихарда. Вы там были. Чукча тоже там был, мы знаем это. Просто вы ехали, ребят, со стороны Салихарда, через полярный круг, через перевал. А от нас однозначно. Ну так получается, что как раз та дорога легче, чем от нас, от Сыктывкара, подняться выше, от Печоры. У нас тут... Да ничего, нормально, Пора нормально. объединяться. Дайте время, проект. все будет. Дайте время и сделаем дорогу туда. Все будет, вам пообещали зыряне. Перед тем, как закончить нашу такую яркую, объемную встречу, Павел Кобяк нам хочет сделать подарок и стихотворение зачитать, собственно, сочинение о нашем с вами мероприятии. Друзья, на самом деле строки были написаны Аленой Робин с моей подругой. Буквально я тезисы накидал. Вот, и она мне вот буквально час назад прислала стих, который собрала. Так, влюбился я в девочку Вику. Нет, шучу, влюбился я в север. Друзья, значит, на север за счастьем уже ездил я, и там у меня появились друзья. Все было чудесно, поездки, угар. Я рад был вернуться опять в Сыктывкар. Чудесные люди мне встретились тут. Здесь солнце и Люба. Зыряне живут. Меня так душевно встречали они, и я посетить рад был Арктики дни. В библиотеке я здесь выступал, и людям про север свой фильм показал. Эмоций так много, они все крутые. Спасибо, друзья, вам за выходные. Отдельно хочу я спасибо сказать тебе, Валентина, что решила позвать. Меня и всех четко организовала. В поездке ты мне помогала немало. Мечтают, пускай слабаки о Париже, а мы вместе сделали Арктику ближе. Спасибо огромное за приятные слова. Все, что было адресовано мне очень приятно, но я могу сказать, что это на самом деле не только я, это огромная работа нашей библиотеки, нашей дружной команды. И я рада, что мы все собрались сегодня. У меня есть небольшое пожелание для вас. Перед тем, как мы закончим. Я очень хочу, чтобы мотополярник стал ежегодным трефином. Павел Кобяк пусть продолжает снимать, писать и радовать нас новыми проектами, особенно на тему Арктики. Зырянам пусть открываются еще более перспективные горизонты, пусть единомышленников становится больше, и к нам в республику съезжаются все больше мототуристов, ведь нам есть что показать. Желаем вам шершавого асфальта летом и надежных безветренных зимних дорог. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое, Мотополярник, за знакомство, за такую чудесную беседу. Я надеюсь, что мы сделаем это мероприятие тоже доброй традицией. И мы хотим поблагодарить наших участников. Да, сейчас нам благодарности вынесут. Первая благодарность Павлу Кобяку. Да, большое спасибо. Очень интересный разговор получился. От библиотеки. Вторая благодарность нам вручается. Кто хочет, тот и забирает из зырян.
И я, если честно, не знаю, но каким-то образом нам нужно будет благодарность передать ребятам Лютому и Боргу. Мы для вас ее подготовили, наверное, уже с солнцем передадим, как-нибудь это сделаем. Для вас мы тоже ее подготовили. Спасибо большое, но зря нам вопросы задавали, а подарки не получили. Давайте такой вот маленький еще, пару минуточки. Выберите вопрос, который вам задали наиболее интересный, мы подарим подарки. Давайте, наверное, вот эту девушку, которая Хотела поехать присоединиться. куда-то с мотоциклистами. Ну, Аленочка, подходи, может подарим. быть, когда-нибудь и ваша мечта, как говорится, осуществится. Надевай косуху, носи с гордостью. Спасибо большое. У нас действует еще в течение сегодняшнего вечера фотозона. Вы можете сфотографироваться с нашими гостями, пообщаться с ними. Как вы уже поняли, это очень интересные люди. Я благодарю от себя лично и от всего коллектива Национальной библиотеки за то, что вы пришли, поддержали нашу идею проведения такого мероприятия. Действительно, для нас тема была очень необычная, и мы рисковали. Все-таки придут, не придут, если заинтересованы. Поэтому спасибо, что вы с нами. Будем дальше делать совместные проекты. Всех попрошу на фотозону, а можно даже здесь, наверное, да, все вместе сфотографироваться на фоне. Жалко, что мы не можем взять с собой мотополярник. А можно, ребят, поднять вот так вот чуть-чуть вверх, и они тоже у нас попадут в кадр. Давайте все сюда. Кто хочет сфотографироваться, оставить на память. Уважаемые гости из Тюмени, Нового Уренгоя, пока! Спасибо вам огромное. До свидания.